Друзья, всем привет! Вот и наступил тот день, 17 июля, как говорится, грустный праздник. В году у меня два грустных праздника, это день рождения и Новый год. Новый год, это, понимаю, что наступает следующий год. Ты становишься, так сказать, все старее и старее, также и день рождения. Получается, каждый год число твоих прожитых годов прибавляется. Ну, естественно, остается меньше и меньше. Человек не вечный. Ну ладно, сколько Богом отпущено, столько проживем. Главное не сколько прожить, главное как это прожить, чтобы память о тебе была хорошая, чтобы люди о тебе вспоминали добром. Итак, сегодня у нас 17 июля, день рождения. Время где-то, наверное, уже сейчас около 12. Полным ходом идет приготовление праздничного обеда, ужина, так сказать. У меня сегодня в планах было с утра была вообще прекрасная солнечная погода, полный штиль. Думаю, выйду, посмотрю на Лима к столу, Хариуса посмотрю. Ну, в итоге начали тринь приходить сообщения. Огромное вам спасибо, друзья. Это в ВК. Одноклассники начали просто разрываться. Я просто уже одним словом говорю спасибо, читаю, отвечаю. И то у меня получается, время шло, набежали тучи, страшный ливень, гроза. Сейчас вот немножко утихло, но стало немного попрохладнее, все успокоилось. Но я все-таки приехал на наш берег. Как мы видим, все-таки участок с ромкой мы скосили, убрали. Вот, все четко. Ни кустов, ни борщевика. Ну вот он, правда, немного начал опять уже проклевываться. Вот он. Ну, мы ему не дадим разрастись. Это вон, жалко только вот соседний участок есть в борщевике. Ну, надеюсь, они тоже скосят, уберут, не дадут распуститься. Вон, рыбаки машут. Да где вы? Вот они, вот они. Кто такие, я даже не узнал. Что-то кричали, тоже не услышал. Вот такая вот красота у нас открывается с нашего дома. Вода упала до минимума уже. Но пошли дожди, возможно, уже сегодня-завтра уже начнет прибывать. Как мы видим, Печора совсем обмелела. Это вот здесь немного воды. Ну и там за островом еще немножко воды. Местами можно перейти вброд. Вот такая красота. Ну и в честь дня рождения все-таки я схожу, спущусь на берег. Взял с собой вот спиннинг. Удочку не буду доставать. А спиннинг пару раз заброшу. Разденусь. Вброд пройду до того места, где потерял я вертушку 1 июля. Попробую ее найти. Получится, нет, так нет. Поброжу. Полчасика где-то порыбачу. Может быть, белому удастся рыбку поймать. Ну и к столу. Выехали уже гости с Ухты. Выехали с Троицка. Будет стол, будут гости, будет весело. Еще раз хочу поблагодарить вас, друзья, за поздравления в мой адрес, за добрые пожелания. Всем огромное спасибо. Мы вместе. Так, друзья, вот мы и на месте. Примерно здесь, напротив этого дома, мы потеряли в прошлый раз, 1 июля, мою блесну. Вода тогда была где-то на полметра выше, наверное. Тогда за этой травой прямо я вытаскивал язей. Теперь вот здесь по колено. Сейчас попробуем зайти за траву, покидать спиннинг и заодно попытаться найти ту корягу, которая, возможно, или что там было. О, вот походу я ее уже и нашел. Вот у меня зацеп. Первый заброс и сразу зацеп. Сейчас
Сейчас мы пойдем посмотрим, куда я зацепился. Вода, я бы сказал, не теплая. Не теплая, холодная водичка. Ну да. Вот, друзья, удача. Вот она, моя блесна. Никакой здесь коряги нет. Никакой коряги нет. Просто камни. Или что? А вот она, валяется моя блесенка. Вот она, моя блесна. Это не подстава, друзья. Это реально все так и было. Я даже не думал, если честно, что я найду. Потемнело полностью. Блесенка. Тройничок проржавел. Особенно тот крючок, который был в контакте с камнями. Оказывается, вот тут камни, булыжники. Она просто между камней застряла. Был бы я на лодке, просто бы отъехал и все. Вон поводок весь вот таких вот наростах уже. Жучки уже облепили полностью поводочек. И плетеночка оборвалась как раз на том месте, где была зацеплена мушка. Вон, друзья, кто-то у меня спрашивал, как выглядит блесна. Вон, показываю. Уловистая блесна. 1 июля ловила просто на ура. Это мне Славка подогнал. Обычная блесна. Китайская копия. Попробую дома натереть. Тут был медный блеск. Сейчас она почернела. И это почернело все. За 17 дней он полностью все проржавело уже. Но блесну нашли. И мне кажется, она еще половит. И нашли как раз в том месте, где зацепили эту блесну. Так что блесна к блесне. Я тут почему-то думал, что здесь коряга. Но все нормально. Уже не зря мы раздевались, уже не зря заходили. Ну а что теперь? Покидаем. Может быть, что-нибудь да все-таки нам удастся поймать в честь дня рождения. Я понимаю, сегодня не день рыбака. Так, и пожалуй, я, наверное, все-таки поменяю блесенку и поставлю на уловистую. Все. Не будем уже. О, поймал себя за трусы уже. Это, если трусы ловит, значит и рыбу поймает. Все, идем на берег. Оставляем одну блесну на берегу. А потеряшку, вернее уже найденыша, будем использовать. Ну, будем еще покидаем, может быть, еще поймает. Обыкновенная блесна, вот такая вот блесенка. Ничего обычного, ничего такого необычного. Обычная блесна. Но рыбу она ловит. Вы сами видели, как отлично она работала. Все, меняем блесну, приступаем к рыбалке. Ужас, я поражаюсь. Как я вообще тогда здесь делал проводку? Тут вон куча булыжников крупных, проволока вот торчит. Вон как мелко мелела печора. Вот здесь раньше был перекат, вот остались булыжники, камни. Как мы видим, я ее перехожу практически вброд. 1 июля я с этого места, где сейчас стою, вытаскивал язей, щук, окуня. Вот, кидал вот оттуда, где-то обяжка была. И через траву вытаскивал. Травы было еще не видать. Теперь, как мы видим, все обмелело. Но это недолго, если сейчас пошли дожди уже, это все махом все обратно прибудет. Все пошло выше колена немножко. Попробуем покидать здесь. До другого берега рукой подать уже. Оп. Что-то было, или удар, или зацеп, я не понял. Что-то было. Так, неплохо, уже неплохо. Вот, друзья, первая поклевка. Я не знаю, кто там, но что-то не тяжелое. Походу это окунь. А, нет, это не окунь, друзья.
Это вот такой вот хорюзок, небольшой хорюзок взял на мушку, осиненькую мушку. Мы его, конечно, отпускаем. Пока, друг, расти, друг большой. Ну, хапнул воздуха, все. Нет, пошел, все, восстановился. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Пошел, пошел. Хариус есть, и это радует. Ну что, поздравил меня с днем рождения, хорюзок. Возвращайся ко мне годика через 3. Хорюзок появился. Сегодня Серега отправлял фотографию ВКонтакте. Сколько там, штук 6-7, наверное. Хороших хорюзков поймал. Это радует. Значит, мы еще и половим хариуса. А язь отошел. Что-то не видать язя. Ну и ладно. Мы не будем сильно расстраиваться. Так, смотрим внимательно на камни. Может быть, не только тут моя блесна валяться. Камни могут съесть любую блесну. Ну, свою нашел, и то хорошо. Он проволока. Всякие камни, булыжники, стекла могут быть здесь. Хожу в тапочках, чтобы не порезать ноги. Как бы аккуратно. Вон, вижу там опять перекат. Как бы отмель идет. Попробуем немного пройти туда. Вот так вот. И сейчас мы отсюда покидаем буквально минут 10-15. Вон вообще мелко. Так я практически могу дойти до того берега. А там местами тоже можно вброд по пояс перейти Печору. Вот так вот обмелела наша река Печора. Так, ну чё, как видим, вон, как далеко я уже отошел от берега. Дальше где-то вот глубина будет по пояс. Ну и можно перейти до острова легко, эту половинку. Поклевок больше нет. Язь отошел, видать, на более глубокие места. Нет ни окуня, ни хариуса. Может быть, есть пару штук. Не каждый разберут. Не знаю. Ну, в общем, если ехать на рыбалку, надо ехать куда-то на глубокие более места, где есть рыба. Здесь рядом с деревней рыбы уже нет. Рыба ушла. Здорово, Терам! Одного небольшого жигана поймал, отпустил. Здесь-то мелко, рыбы нет уже. Я блесну искал, я 1 июля тут ведро тогда наловил, блесну потерял. Об камень зацепило. Сейчас пошел, лежит, нашел. Да, ну что, вот тут вот лежала рядом. Что, дорожить поехали? Правильно. Все верно. Самый лучший отдых — это отдых на речке. Сегодня суббота, выходной день. Все стараются выехать на природу, отдохнуть. Ну, нам хватит полоскать блесна. То, что мы хотели, мы нашли. Все, последняя проводочка. И поехали. Поехали домой. Скоро приедут гости. Спасибо, Печора, за скромный подарочек в лице хариуса, жиганчика. Ну и спасибо, то, что отдала мою блесну. Вон моя лодка как обмелела уже с последней рыбалки. Вот когда мы ездили с доктором, получается, 2 недели назад где-то. Вот за 2 недели как упала вода, обмелела. А, нет, ну на день рыбака же еще с Генкой приходили сюда. Ну и то тогда вода еще была меньше. Так что вон голянчики, мальки плавают в траве прямо. И все. И это вся рыба здесь на мелководье. Поехали. Поехали домой. Скоро сядем за стол. Ну что, друзья, осталось совсем немножко
до того момента, когда мы все сядем за стол. Гости уже начали приходить, но все против съемки, так что сейчас мы скажем пару слов, откроем посылочку от моего друга Юры Кулагина. Пришла вот такая вот увесистая посылочка, получил, съездил вчера в поселок. Стол уже накрыт, все готово, блюда, в основном блюда все пойманы своими руками, рыба соленая, рыба вяленая, рыба копченая, ребрышки язя поджаренные, остальное там что-то с курой, ну все, шашлычок, машлычок, салатики, все. Стол шикарный, напитки покрепче, напитки пенные, все есть, все шикарно. Давайте приступаем к распаковке посылочки. Юра Кулагин попросил открыть посылку именно в день рождения. Я как бы пообещал ему, что будет это именно так, а не по-другому. Так что приступаем. Посмотрим сейчас, что у нас в этой посылочке. Так, я, наверное, что-то делаю неправильно, может быть. Не знаю. Так. Так, вот так вот. Так, наверное, вот видно. Это я уже знаю, что такое. Это башкирские бальзамы. Зимой в 42-градусный мороз мы уже проводили дегустацию, но такого еще не было. Иремель. Это мы с рыбацким сделаем. Так. Все упаковано четко, чтобы не разбилось. Каповая пещера у нас уже была. Так. Вот она. Агидель у нас тоже было. Спасибо, Юра. О, еще что-то есть. Четвертый бальзамчик. Посылочка подошла как раз вовремя. Арский камень у нас тоже был. Дегустация уже была у нас. Напитки шикарные. Как раз в перемешку с рыбацким вот такой вот. Так. Ага. Повербанк. И походу он еще мощнее. У Юра уже мне отправлял как-то посылкой Powerbank. Вот. Ну это серьезно, друзья. Это 50 тысяч микроампер в час. Или как там его. Увесистый, шикарный. Теперь можно смело ехать на неделю. Там 20 тысяч, здесь 50. Юра, спасибо тебе огромное. Шикарно. Теперь энергия я обеспечен. Энергия теперь у нас будет хватать надолго. Можно безвыездно неделю торчать в лесу и заряжать свою аппаратуру. Вон шнур оригинальный. Универсальный, видать, на все разъемы. Тоже здесь так. Это так. Так, тут еще здесь есть. Опа-на. Фидерные кормушки. Всяко разные. Как-нибудь придется все-таки серьезно заняться фидерной ловлей. В этом году я уже пробовал. Что-то уже у меня получалось. Таких кормушек у меня еще не было. И теперь они у меня есть. И вот такая вот смазочка. Юра звонил, если, говорит, будешь не знать, что и где такое. Это, друзья, смазка для смазки цепей. Цепь, получается, образуется пленочка, не смывается водой. В общем, это для моего урагана, для моего мотобуксировщика. Придет скоро новый сезон, и мы будем смазывать цепи. Огромное, Юра, спасибо тебе за шикарную посылочку. Огромная благодарность. Юра приглашал в гости, говорит, приезжай сам. Все никак. Мне говорит, надо туда, надо сюда. То надо на юга едет.
Ну, он сказал, что как-нибудь он обязательно сюда приедет, и мы еще видим Юру Кулагина на канале Коми Рыбака в качестве рыбака, а не только в качестве отправителя посылок. Это уже, не знаю, сбился со счета, сколько уже посылок было. Спасибо, Юра, спасибо тебе большое. Так, скоро, очень скоро уже садимся за стол, все делаю быстро. И еще пару слов. Еще буквально пару слов сейчас хочу сказать вам. Огромное спасибо всем тем, кто поздравил меня в соцсетях. Я сначала хотел, в планах было зачитать всех пофамильно, но с 9 утра их столько пришло. Это около 300 человек ВКонтакте, наверное, и где-то 200 с чем-то в Одноклассниках. Просто если я начну сейчас перечислять, это будет очень и очень долго. Так что всем, друзья, огромное спасибо за поздравления. Все ваши поздравления и все ваши добрые пожелания я прочитал. Это вот столько. Всем, кому успел, ответил. Кому не успел, не ответил. Вот, вижу пропущенный видеозвонок от Павла Осколкова. Обязательно ему перезвоню. Паша, наверное, хотел тоже поздравить. Юра звонил, мы только что с ним говорили сейчас по телефону. В общем, друзья, всем огромное спасибо за поздравления, за добрые пожелания. И поднимем чарочки с напитками за здоровье, то, что вы желали в своих пожеланиях, и за все хорошее. Выпьем за дружбу, выпьем за канал Коми Рыбак, выпьем за автора канала, за меня. Ну, будь здоров, расти большой, как мне говорили. Постараемся и дальше расти, развиваться. Всем огромное спасибо. Ну а мы присаживаемся за стол. Налетай! Ура!